Вершина долга. Рассвет разливался по склонам, как мед по камню. Солнце золотило каждую травинку, каждую черепицу на крышах, каждую морщину на лицах стариков, сидевших у порога. В воздухе витал запах свежеиспеченного хлеба. Жены замешивали тесто, напевая старинные песни. У кузницы звенел молот, отец с сыном выковывали новый серп, искры разлетались, как звездочки. Дети играли в прятки между башнями, их смех эхом отзывался от скал. Акберт вытер пот со лба и улыбнулся. Сегодня они с Арсамаком должны были докосить дальнее поле, к вечеру закончат, и можно будет сесть у костра, послушать истории стариков. Жизнь текла размеренно, как горная река, прозрачная, предсказуемая. Но вдруг его рука застыла. Коса выскользнула из пальцев. На горизонте поднималась тьма. Не облако, не туча, армия, всадники, сотни, может, 1000. Черная волна лилась через перевал, сминая траву, поднимая пыль. Солнце отражалось в их клинках, словно молнии перед грозой. «Арсамак!» — голос Акберда дрогнул. «Смотри!» Друг обернулся и побледнел. Секунда тишины. Потом оба поняли одновременно. «Надо предупредить аул!» Акберт набрал воздуха и закричал изо всех сил: «Враги! Враги идут!» Арсамак закричал вместе с ним, размахивая руками, но ветер уносил их голоса в горы. До аула было несколько сот метров, слишком далеко. Их не слышали. «Башня!» — выдохнул Акберт. «Надо добежать до башни. Поднять дым!» С детства их учили. Если увидишь врага и не можешь докричаться, беги к башне, зажги черный дым. 1 столб дыма поднимет соседний аул. 2 аула поднимут 4. 4 в 8. За час весь народ встанет на защиту. Но надо успеть до башни. Надо зажечь огонь. Сигнальная башня стояла между ними и аулом. Высокая, каменная. До нее несколько сот метров бега. Но враги уже мчались. «Беги!» — крикнул Арсамак. «Я за тобой!» Они рванули. Земля билась под ногами. Сердце колотилось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Ветер свистел в ушах. Акберт оглянулся, тучи пыли приближались стремительно. Он видел их лица теперь, чужие, злые, жаждущие крови. Добежать до башни, зажечь дым, предупредить людей. Акберт снова попытался крикнуть, оглядываясь на аул. «Тревога! Враги!» Но его голос терялся в пространстве. Аул был так близко, но не слышал их. Первая стрела прошила воздух рядом с его ухом. «Арсамак! Ложись!» Но было поздно. Стрела вошла другу в плечо. Арсамак упал, перекатился, вскочил снова, лицо белое как мел, но глаза горели. «Беги! Не останавливайся! Дойди до башни!» Акберт схватил его под руку. Они побежали вместе, хромая, спотыкаясь, задыхаясь. За спиной гремел топот копыт. Потом крик. Арсамак вырвался из рук Акберда и развернулся, выхватив кинжал. «Что ты делаешь?» «Задержу их! Зажги огонь, Акберт! Зажги, и народ узнает! Народ придет!» Арсамак улыбнулся, странной светлой улыбкой. «Скажи моей матери, скажи, что я исполнил долг». Акберт видел, как друг бросился навстречу всадникам, видел вспышку клинков, слышал крик, короткий, обрывающийся. Слезы обожгли глаза, но ноги сами несли его вперед. «Не останавливайся, дойди до башни, зажги дым, подними тревогу». Еще 3 выскочили ему навстречу из-за скал. Малсак, Танк и Эги. Они работали неподалеку, услышали шум битвы и грохот копыт. Малсак, широкоплечий и сильный, как медведь, первым преградил путь всадникам. «Акберт!» — крикнул он. «Ты должен добежать! Без дыма аул не узнает! Все погибнут!» Танк, быстрый и ловкий, метнул камень в ближайшего воина, сбив его с седла. Эги, самый младший из них, сжимал кинжал так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Беги к башне!» — закричал Танк. «Подними тревогу! Предупреди людей!» Началась рубка. Металл бился о металл. Акберт увернулся от сабли, ударил кинжалом в бок всаднику, схватил за уздечку коня. Конь взвился на дыбы, сбросил седока. Малсак сражался как буря, его клинок описывал смертельные круги в воздухе. Танк закричал что-то, Акберт не разобрал. Обернулся, Танк лежал, прижимая руку к горлу, откуда струилась кровь. «Нет!» Эги бросился к брату, но копье пронзило его спину. «Вперед!» —
выкрикнул Малсак, загораживая Акберта своим телом. «Не дай нашей смерти быть напрасной! Зажги дым! Спаси людей!» Акберт видел, как Малсак встал один против десятков, слышал его боевой клич, древний, гортанный, наполненный яростью и болью. Башня. Только башня. Предупредить людей. Он бежал, хотя ноги отказывались слушаться. Стрела вошла ему в бедро. Боль взорвалась белым пламенем. Он закричал, но не упал. Полз, карабкался, рука за рукой, ступень за ступенью. Дойти, зажечь, поднять тревогу. Наверху лежал факел и связка сухой травы, пропитанной смолой, для черного дыма. Руки дрожали так сильно, что огниво выскальзывало из пальцев. Один раз, второй, третий. Искра! Факел вспыхнул. Акберт поджег траву. Густой, маслянистый дым повалил вверх, черный, как ночь. Акберт поднял горящий сноп над головой, и черный столб дыма взметнулся в небо, как крик о помощи. В ауле женщина, развешивавшая белье, подняла глаза и замерла. Черный дым. Кувшин выпал из ее рук. «Тревога!» — закричала она. «Черный дым! Враги!» Люди выбегали из домов. Мужчина у кузницы бросил молот, схватил меч. Дети перестали играть, их матери хватали их и бежали к укрепленным башням. Старейшина выскочил из дома, увидел дым и заревел. «К оружию! Все мужчины! К оружию! Женщины и дети в башне!» Аул взорвался движением. За минуты мирная жизнь превратилась в подготовку к войне. Мужчины выхватывали мечи, кинжалы, луки. Женщины баррикадировали двери, поднимали детей на верхние этажи башен. В соседнем ауле за 3 километра девушка по имени Либи несла кувшин от родника. Ее младшая сестра Седа бежала рядом, напевая песенку, а кузина Тамара смеялась над ее выдумками. Либи подняла глаза и увидела его. Черный дым на горизонте. Кувшин разбился о камни. «Что случилось?» – испуганно спросила Седа. «Тревога!» Крик вырвался из груди Либи, разрывая тишину. «Черный дым! Враги идут на соседей!» Всю жизнь их учили. Белый дым, праздник, серый, сбор на совет, черный, война. Черный дым означал одно – враг идет, соседи в опасности, все к оружию. Тамара побледнела, но тут же подхватила. «На помощь! На помощь!» Седа бросилась в аул, крича изо всех сил. Либи побежала к дому старейшины. Люди выбегали из домов. Мужчины хватали оружие. Старики, которые не могли сражаться, помогали женщинам готовиться к обороне. Сын старейшины взобрался на их сигнальную башню, зажег свой черный дым. Столб за столбом, башня за башней. Сигнал побежал по горам. За 5 километров в 3-м ауле пастух увидел дым и бросил стадо. Побежал к башне, зажег. За 7 километров еще один дым. За 10. Еще. Цепная реакция. Древний закон гор. Один за всех. Все за одного. К полудню со всех сторон к атакованному аулу стягивались отряды. Мужчины на конях, мужчины пешком, старики с седыми бородами, сжимавшие боевые топоры. Юноши, которым едва исполнилось 15, но они уже держали мечи, как воины. Либи видела их с вершины башни, длинные колонны защитников, идущих по горным тропам. 5 аулов, 7, 10, сотни людей, поднятых одним столбом дыма. Женщины стояли у ворот, провожая своих мужей, отцов, сыновей. Тамара стояла перед своим братом, который готовился к бою. Ее глаза блестели от слез, но голос был твердым. «Вернись живым», — сказала она. «Мать ждет тебя». Он кивнул, опустив взгляд. «Вернусь. Обещаю». Седа плакала, прижимаясь к матери. «Вернется ли кто-нибудь?» – прошептала она. «Вернутся», – твердо сказала Либи, хотя сама в это не верила. «Они должны вернуться». Старейшина встал перед отрядом, поднял меч. «Братья! Черный дым поднят не для страха. Он поднят для спасения. Наши братья в беде. Сегодня мы идем защитить их. За землю, за народ. За тех, кто зажег огонь». Грохот, сотни мечей ударили о щиты. Враги уже ворвались в первый аул, когда подмога прибыла. Жители сражались отчаянно. Каждый дом был крепостью, каждая башня — неприступной твердыней. Но сил было мало. И тут они услышали его. Боевой клич, эхом прокатившийся по горам. Подмога пришла. Либи видела это с башни. Как волна защитников обрушилась на врагов с флангов. Конница ингушей врезалась в ряды захватчиков, ломая строй.
Пешие воины шли следом, клинки сверкали в солнечных лучах. Враги дрогнули. Они не ожидали, что за час с гор спустится целая армия. Они думали, что застанут один аул врасплох, но народ был един. Первый удар был страшен. Битва разгорелась с новой силой. Защитники аула, воодушевленные прибытием помощи, ринулись в бой с удвоенной яростью. Враги оказались зажаты между двух огней. Впереди защитники аула, сзади воины из 10 соседних поселений. Либи стояла на башне, сжимая край платка. Она видела, как ее отец рубился в первых рядах, видела, как брат отбивал удар за ударом, видела море людей. Своих людей, пришедших на зов черного дыма. Битва длилась до вечера. Земля была красной, воздух тяжелым. Металл звенел, кони ржали, люди кричали и падали. Но ингуши не отступали. Они сражались за каждый камень, за каждую башню, за каждую жизнь. И враги дрогнули. Сначала один всадник повернул коня, потом второй, потом десятки, враг бежал. Когда солнце коснулось вершин гор, поле было усеяно телами захватчиков. Ингуши стояли, окровавленные, усталые, но живые. Победа! Агберт очнулся на вершине башни. Рядом сидел лекарь, перевязывая его раны. Внизу слышались голоса. Люди пели победную и одновременно погребальную песню. «Лежи, сын, ты сделал больше, чем мог». Агберт с трудом приподнялся. Видел внизу толпу, сотни людей, пришедших на зов дыма. Видел женщин, склонившихся над телами павших героев. Видел детей, прижавшихся к отцам. Арсамак, Малсак, Танг, Эги. Они не вернулись. Слезы полились сами. Он не пытался их остановить. Он услышал легкие шаги. Обернулся. На башне поднималась девушка, Либи. В руках она несла чашу с водой и чистую ткань. Ее лицо было бледным, глаза красными от слез, но взгляд мой благодарным. «Ты тот, кто зажег первый огонь?» — спросила она тихо, остановившись на почтительном расстоянии. Агберт кивнул, не в силах говорить. Либи опустилась на колени, смочила ткань и протянула ее лекарю, который осторожно приложил к лбу раненого. «Мой отец вернулся живым», — сказала она дрожащим голосом, опустив взгляд. «Мой брат вернулся. 10 аулов пришли на помощь. Сотни воинов. Все потому, что ты зажег дым. Ты предупредил людей». Слезы побежали по ее щекам. «Ты спас нас. Ты и твои братья». Старейшина поднялся на башню вместе с другими главами родов. Они стояли, глядя на раненого юношу. «Агберт, сын гор», — начал старейшина торжественно. «Ты исполнил святой долг. Вы увидели врага, кричали, но вас не слышали. И ты побежал к башне. Ты добежал, поднял тревогу. Один столб дыма предупредил аул и поднял 10 соседних. Сотни воинов пришли по зову. Мы победили, потому что ты не сдался». Другой старейшина положил руку на плечо Агберда. «Арсамак, Малсак, Танг, Эги. Они отдали жизни, чтобы ты добежал. Их жертва не была напрасной. Благодаря им ты зажег огонь. Благодаря огню народ узнал об опасности и выжил». Либи склонила голову в знак уважения. «Мы будем помнить», — прошептала она, — «всегда. Мы расскажем детям, как 4 героя отдали жизни ради одного столба дыма, как один столб дыма спас весь народ. Их имена будут жить, пока живы горы». Агберт посмотрел вокруг, на башни, стоящие по всем склонам. Каменные стражи, молчаливые свидетели. Теперь он понял их значение. Башни — это не просто камень. Это система, цепь, связь между всеми, кто живет в горах. Один сигнал, и народ узнает. Один сигнал, и все приходят на помощь. Он понял. Долг — это добежать. Долг — это зажечь огонь. Долг — это предупредить. Долг — это прийти на зову. И пока стоят башни, пока живет память о героях, пока один готов умереть, чтобы другие узнали об опасности, народ непобедим. Агберт опустил голову и прошептал молитву. За друзей, за народ, за башни, что спасли всех. И черный дым над горами был незнаком поражения. Это был знак непокоренной воли и братства.